Друзья, карта дня на 19 ноября. Это будет четверг у нас. Посмотрим, какая будет карта на этот день. Девятка пиковая. Карта, которая говорит о том, что все стабильно или требует стабилизации, привыкания, адаптации. Да, когда мы, может быть, какие-то изменения уже в жизни получили, да, и теперь нужно к ним привыкнуть. Привыкнуть к людям, которые вошли в нашу жизнь, привыкнуть к работе, к каким-то новым целям, планам, состоянию психологическому, да. Это вот все очень важно. Также карта говорит о том, что мы сегодня находимся в каких-то надежных условиях, защищенных условиях, или находятся люди, которые нас оберегают, защищают, и нам вот спокойно, хорошо, надежно, стабильно. Также по этой карте очень часто мы можем проявлять какую-то решительность, настойчивость, да, то есть если какой-то важный вопрос, вот нужно стоять на своем и не сдаваться, пока не получится. Могут быть какие-то задержки, торможения, проблемы, связанные со временем, да, допустим, не хватает времени, или ваше время кто-то вот использует, да, и вас это может там злить, допустим, да, что вы куда-то не успеваете по чьей-то вине. Также здесь ситуации, связанные с какой-то большой аудиторией, коллективом, да, когда вы как-то решаете вот вопросы именно с коллективом вместе. Или, может быть, допустим, вам предлагают возглавить что-то, какую-то организацию, да, или какое-то направление. Карта совета, когда хорошо спрашивать совета у компетентных лиц. Карта рекламы, когда о себе мы распространяем информацию. И это первая роль, это популярность, это, может быть, когда мы делимся опытом своим или преподаем. Так, что еще здесь может быть? Знаете, вот эта карта, когда мы получаем по заслугам. Вот сколько вложили, столько получили. Посмотрим, что будет помогать. Шестерка трефовая. Обнуление, да, то есть к прошлому не возвращаемся, о прошлом не думаем, думаем только наперед, ставим дальние цели, и вот это нам будет помогать держать правильное настроение сегодня. Что еще сегодня нам полезно, так это ситуация, когда мы полностью меняемся, да, то есть если в жизни приходят какие-то перемены, нужно все-таки стать другим человеком, приспособиться к новым условиям, к новым обстоятельствам, да, и вот именно это, то есть настрой на то, что я меняюсь. Все, что требует от меня жизнь, да, я это все делаю без сопротивления, тогда все будет в порядке. Потому что иначе мы можем здесь как-то о прошлом переживать, мы можем печалиться, или там думать о какой-то вине своей, то есть это ничего не нужно. То есть вы уже как бы в новом положении, вы в новой жизни, так скажем, да, и нужно к этому приспосабливаться. Что будет мешать? Девятка червовая. Будет мешать, когда мы свои какие-то проблемы перекладываем на близких людей, на друзей, на семью, или жалуемся на судьбу, когда... Вот эта карта вообще кармы, которая как раз, как бы, по сути, это причинно-следственная связь, да, то есть действительно, что мы заслужили, то и получили, и нужно к этому относиться нормально, да, если нам что-то не нравится, можно просто менять что-то в поступках в нынешних для того, чтобы в будущем было лучше, но жаловаться на судьбу и обижаться на то, что произошло, не стоит, потому что мы здесь это заслужили, важно это понять, и тогда вот будет ситуация нормальная, да, то есть мы будем себя хорошо чувствовать. Также не стоит переоценивать свое здоровье, не стоит брать на себя слишком много, и особенно не брать на себя проблемы других людей, друзей, семьи и так далее. То есть нужно решать только свои проблемы и свои планы реализовывать, не чужие, да. Если человек может сам о себе позаботиться, не нужно за него ничего здесь делать. Отношения для тех, кто в поиске
партнера. Опять же, кармическая ситуация, да, вот продолжает действовать как бы благоприятное время для встречи человека по судьбе. А для тех, у кого отношения уже есть, шестерка бубновая, что-то для вас разрешается очень счастливо, да. Ситуация непредвиденная может быть, но она каким-то образом помогает решить ваши проблемы, непонимание, помириться, решить проблемы финансовые, новые возможности получить. В общем, у вас действительно прям очень счастливый день. В отношениях может быть, если было плохо, станет хорошо, если было хорошо, то станет еще лучше, да. Может быть, вместе планируете какие-то поездки, может быть, решаете вопросы, связанные с обучением, да, может быть, денежные вопросы здесь решаются. Все очень благополучно, обязательно все счастливо заканчивается. Так, для тех, кто в ссоре, шестерка пиковая. Но здесь, скорее всего, вот тем более рядом еще одна шестерка, да, вот такое ощущение, что не используете свой шанс. Или, допустим, есть такой вот вопрос гордыни, да, у вас или у партнера. То есть, что это я буду первый звонить, да, или что это я буду извиняться, или еще что-то в этом роде. И этим вы мешаете себе вот счастливо как-то отношения продолжить. Ну или партнер, допустим, противится. Работа. Для тех, кто в поиске работы, восьмерка пиковая. Карта говорит о том, что сегодня вам, скорее всего, предложат деятельность, которая связана с большим количеством людей. Может быть, с интернетом, с сетью, может быть, нужно будет с такой большой аудиторией работать, там звонки, переговоры и так далее, то есть средства связи, что-то здесь такое может быть заключение каких-то договоров важных, продажи через звонки, через письма и так далее. Вот что-то такое может предложить вам судьба, да, и здесь еще может быть другой смысл. Вы можете обращаться к как можно большему количеству людей, знакомых, просто искать, чтобы было много вариантов работы, да, и здесь может улыбнуться удача, когда будет достаточное количество у вас вложено, да, в этот процесс. Ну, допустим, большое количество резюме отправили, у большого количества людей спросили, кто может вам подсказать, помочь что-то с работой. Для тех, кто уже работу имеет, десятка трифовая, здесь карта каких-то внезапных денег, может быть, руководство, да, вас как-то поощрит, может быть, вас повысят как-то. Тут, знаете, такое ощущение, что вы можете как-то в статусе повыситься, то есть не только финансовая удача какая-то приходит. Посмотрим для тех, кто своим делом занят. Тоже очень хорошая, счастливая карта. Это карта прихода денег, это карта, когда деньги приходят на вашу репутацию, когда решаются какие-то важные вопросы, проекты закрываются, на которые потрачено много сил. Так, что еще тут важно? Ну и вообще, знаете, какая-то ожидаемая победа у вас здесь есть. Вы производите впечатление очень хорошее на всех, с кем общаетесь. Очень, очень успешная карта. Все мероприятия, которые вы планировали, все успешно будут завершены. Финансы для тех, кто на зарплате. Девятка трифовая. Карта говорит о том, что вот сколько заработали, столько получили, раз. Могут предлагать повышение в должности или дополнительное обучение, да, какую-то дополнительную занятость. И вот если хотите, чтобы денег было больше, вот нужно соглашаться. И нужно опасаться